В Душанбинском СИЗО завершился судебный процесс по делу Рустама Саида Ахмадзода. Талибан запретил афганским сотрудницам ООН работать на территории Афганистана. Израильская полиция задержала 200 палестинцев на территории мечети Аль-Акса. Британские дипломаты заблокировали выступление уполномоченной по правам ребенка России в Совбезе ООН. В Таджикистане завершился судебный процесс по делу Рустама Саида Ахмадзода, бывшего судьи суда Бабаджунгафуровского района Сагдийской области. Выступление с последним словом Рустама Саида Ахмадзода длилось почти час. «Вы знаете, зачем я здесь нахожусь? Потому что я возвращал необоснованные дела следствия и выносил оправдательные приговоры по уголовным делам, возбужденным против невинных людей», заявил бывший судья в своем последнем слове. Оправдательные приговоры, по его словам, были вынесены в рамках закона. Прокуратура обвиняет Рустама Саида Ахмадзода в частности в том, что он отправил в редакцию радио «Зоди» копию не вступившего в силу приговора. Сам бывший судья в ходе судебного процесса отверг эти обвинения. Гособвинитель запросил для Рустама Саида Ахмадзода наказание в виде 9 лет лишения свободы. Суд над Рустамом Саида Ахмадзода проходил в здании столичного СИЗО. Журналистов на громкий судебный процесс не пустили. Родители бывшего судьи также не попали в зал суда. Уголовное дело против Рустама Саида Ахмадзода было возбуждено после вынесения им оправдательного приговора по нашумевшему делу. Суды в Таджикистане очень редко выносят оправдательные приговоры и почти всегда поддерживают сторону обвинения. Талибан запретила афганским сотрудницам Организации Объединенных Наций работать на территории Афганистана. По различным каналам нам сообщили, что запрет распространяется на всю страну. Заявил об этом во вторник, 4 апреля, официальный представитель Генсека ООН Стефан Дужарик. Дужарик назвал этот запрет неприемлемым и откровенно непонятным. Он может подорвать способность гуманитарных организаций оказывать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Ранее сообщалось, что запрет на работу жительниц Афганистана в ООН распространяется только на восточную провинцию Нангархар. Представители ООН намерены встретиться с властями в Кабуле в среду, чтобы прояснить ситуацию. В декабре прошлого года талибы ввели запрет на работу женщин в неправительственных организациях. После массовых международных протестов запрет был смягчен, по крайней мере в сфере здравоохранения. Тот запрет не распространялся на учреждения ООН. Израильская полиция задержала 200 палестинцев во время рейда на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом сообщил палестинским СМИ представитель информационного центра Вади Халва Фираз Аль-Джибрини. Как сообщается, израильская полиция ограничила вход верующих мусульман в мечеть Аль-Акса. У входа на территорию комплекса мечети силами безопасности были установлены металлические заграждения. Для разгона пытающихся прорваться на территорию Аль-Акса палестинцев полиция применила резиновые пули и шумовые бомбы. Израильские силы в ночь на среду ворвались в Аль-Аксу и атаковали находящихся там палестинцев, применив против них дубинки, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Группа палестинцев забаррикадировалась в молельном зале Аль-Акса после того, как еврейские поселенцы попытались ворваться в святыню для совершения жертвоприношения по случаю еврейского праздника Песах. Для того, чтобы помешать полиции войти на территорию мечети, палестинцы закрыли ворота. По данным палестинского Красного полумесяца, в столкновении с израильскими силами безопасности ранение получило 7 палестинцев. Британские дипломаты заблокировали видеотрансляцию заседания Совета Безопасности ООН, на котором по приглашению России должна выступить уполномоченная по правам ребенка при российском президенте Мария Львова-Белова. Вместе с Владимиром Путиным она стала объектом ордера на арест, выданного Международным уголовным судом в Гааге. Неформальное заседание на тему эвакуации детей из зоны конфликта назначено на сегодня, 5 апреля. Оно организовано Россией, которая в этом месяце председательствует в Совбезе ООН, передает BBC. Однако Великобритания настояла на том, чтобы никакой видеотрансляции этого заседания не было. Британская сторона также отказалась присутствовать на этом заседании лично.
Если госпожа Львова Белова хочет рассказать о своих действиях, она может сделать это в Гааге, заявила британская миссия. Ей не должна представляться трибуна ООН для распространения дезинформации.